Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Это от вас совсем не зависит, от чего вам не убежать, от чего не спрятаться. Если не боитесь, давайте посмотрим, какие события, обстоятельства, люди повлияют на вас и на вашу жизнь. Пожалуйста, если тема интересна, посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни и задайте вопрос, на что я не повлияю и что от меня не зависит. Но это со мной случится. Надеюсь, вы настроились. Я выбираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, давайте же посмотрим, что же случится и что совсем от вас не зависит. Угу. Ну, давайте смотреть. Прежде всего, здесь есть человек, который в руках несет факел. Факел, при этом у него еще и топор есть. Да, в одной руке у него факел, в другой топор. Этот человек вам поможет в жизни, осветит путь, да, вот как озарит, либо направление вам даст, куда двигаться, куда идти. И второй момент, поможет вам справиться с теми проблемами и трудностями, которые встают перед вами. Да, я вижу, что трудности и проблемы есть, и они достаточно такие объемные. У кого-то вообще беда на беде, как говорится. Да, но где тонко, там и рвется, да, как будто бы у вас сейчас как карточный домик, да, вот одну карту тронешь, да, и она там сложилась, все как эффект домино, да, еще называется. Вот у вас такая ситуация, и вы уже бедненькие сбились с ног, за голову хватаетесь и не знаете, что вам с этим делать. Кажется, что судьба сама прям обозлилась на вас, и все хуже и хуже, да, как в страшной сказке. Чем дальше, тем страшнее. Но я скажу вам другую вещь. Это не потому, что ваш мир рушится, а потому, что вы как будто бы из скорлупы вылупляетесь, как будто бы вы момент рождения проходите. Ведь когда ребеночек идет по родовым путям, это очень, очень страшно, и темно, и тесно, и вот этот страх неизвестности, а что же будет там. И вот вы сейчас вылупляетесь, вы как будто бы заново рождаетесь. Переход на новый уровень, переход, получение новых возможностей по жизни. Улучшение состояния и здоровья, и качества жизни. Вот что будет происходить с вами. Не зря этот человек помощником к вам идет. Это может быть действительно человек, который вот неожиданно в вашей жизни появится. Это может быть человек, который, например, ваш родственник, да, вдруг приехал, начал вам помогать. Либо встретился вам такой человек добрый, который говорит: о, хочешь, я тебе там подскажу, помогу, начинает с вами дружить, начинает вам помогать. Может быть, это какой-то учитель-наставник. Может быть, даже это вот эзотерика, которой вы увлекаетесь, да? Вы смотрите понемножечку разные каналы на YouTube, получаете оттуда информацию, подсказочки, которые тоже вам помогают. Ведь видите, этот человек, он и путь вам прокладывает, да, убирает с вашего пути проблемы и трудности, и также освещает вам этот путь. Это очень важный момент, держитесь этого человека. Здесь просто человек такой странный. Во-первых, он на кресте, видите, вот крест. В судьбу, да, по судьбе он должен был произойти, случиться с вами. И второй момент, человек похож вот с телом птички, да, как благая весть, благая новость. То есть человек именно благостный для вас идет. Очень хороший знак. Так. Здесь у вас две лодочки. Две. Одна лодочка у вас такая, знаете, с течью, уже наполовину затонула, а вторая лодочка хорошая, такая добротная. Вы будете делать выбор, вы будете принимать очень серьезный выбор. Но опять же таки, вы не влияете на этот выбор. Уже выбор за вас сделан. Вам будет казаться, что вы влияете, вам будет казаться, что ох, я должен, либо должна все сама там у себя в голове перевернуть и принять и решить. Нет, любой выбор, который вы сделаете, любой абсолютно, право, лево, взад, вперед, красный, там, черный, любой, он будет абсолютно правильный. Потому что здесь момент именно уход от застоя. Вам нужно двигаться вперед. Почему эта лодочка, а не эта? Потому что это смотрит влево.
эта лодочка, она должна плыть в стену, понимаете? Вернее, она как возле стены стоит, да, и она уже тонет. А эта лодочка смотрит вправо. А вправо, если вы смотрите, какой у вас прекрасный новый жизненный путь идет. Поэтому любой выбор, который вы сделаете, он будет абсолютно правильным. Так, еще у вас, смотрите, ну, есть кто-то, либо появится, либо уже есть, да, человек, либо два человека, которые достаточно будут к вам привязаны, будут от вас зависеть. И может быть даже какое-то ваше время, либо какие-то ваши ресурсы, они будут себе, ну, просить или брать. Эти люди, они идут как, ну, как нагрузка для вас, да. То есть вы вместо того, чтобы заниматься собой, своей жизнью, вы будете также тратить время и на этих людей. Не отказывайте этим людям, знайте, что это ваша, ну, карма, да, это ваши бонусы в карму. То есть вы этим людям помогаете, тем самым вы зарабатываете себе на хорошую, светлую, добрую карму. Здесь у вас троечка идет. Троечка говорит мне о том, что три подарка небольших, но очень таких воодушевляющих вы получите в вашей жизни. Первый подарок будет связан с тем, что здесь какая-то вот, не знаю, денежная сумма, наверное, идет, да, либо какой-то материальный вот подарок, да, что-то, может, дорогое вы получите, либо это какая-то сумма денег вам просто упадет, и вы прям поймете, что да, мне помогают, за мной наблюдают, и есть поддержка. То есть, возможно, даже так, вот что-то вы увидели очень эффектное, да, например, в магазине, да, какой-нибудь там, не знаю, предмет, одежду, и вы думаете: ох, если бы, да, была бы у меня такая возможность. И тут буквально там через день там должник объявился, говорит: ой, решил тебе долг отдать, да, либо там начальник премию выписал, либо любимый человек дал денежку, сказал: вот я, милая, заработал, да, иди себе купи что-нибудь. Понимаете, вот такой будет. Второй подарок у вас связан со здоровьем, с вашим, либо с близкими людьми. То есть кто-то пойдет прям так семимильными шагами на улучшение по здоровью. Вы также можете улучшить свое здоровье, либо там потерять килограммы даже. То есть это улучшение именно идет. И третий связан с вашей самооценкой, с вашим, может быть, даже образованием, самооценка, вера в себя, да, когда вы понимаете, что я не брошенка, что у меня есть, за мной, вернее, стоят высшие силы, что меня ведут, что мне помогают. И даже если я окажусь в какой-то очень критической ситуации, мне все равно помогут. Здесь, мои милые, вас подводят к тому, что существуют высшие силы, что они вас любят, что они вам помогают. А да, вы смотрите всякие эзотерические каналы, да, может быть, там плюс-минус где-то там сколько-то процентов вы принимаете, сколько отталкиваете, то есть больше, может быть, как развлекательный контент это идет. Но, тем не менее, да, вот подумайте сами, сколько много разных предсказателей, ясновидцев, гадалок и прочее, да, эзотериков есть в том же YouTube, я уже не говорю в целом в интернете. Но попадайте на определенных людей, да, и если вы на них попадаете, значит, вас уже, понимаете, ведут туда, куда вам нужно попасть. У вас хорошие новости о делах, о работе, о близких. То есть все, вот что у вас сейчас в голове с вопросом, знак вопроса у вас в голове, да, я хотел бы узнать про того человека, про этого человека, вы получите очень хорошие новости. Причем новости такие затяжного характера. То есть это не одна новость, а прям, может быть, вот поток открывается, да, новостной о людях, которые для вас близки, да, о которых вы переживаете, либо о делах, об обстоятельствах. В любом случае это очень хорошо. Благие новости всегда хорошо. Два человека, которые что-то делят, тут бодаются, они связаны одним путем. У них руки вместе связаны. Смотрите, один человек, второй человек, но они постоянно вот как веревку перетягивают, да, канат перетягивают. Постоянное какое-то бадание у них происходит, кто куда. Ну, если так посмотреть, то у мужчины как бы больше шансов на то, чтобы выиграть, а женщина как будто бы она, ну, должна уступать. Да, вот где-то женщина немножечко проигрывает мужчине, ну и по силе, может быть, по возможностям, но при этом она не сдается, она бодается. Мои дорогие девочки, если вы узнали себя в этой ситуации, вам не бодаться надо. Вам нужно улыбаться. Вам нужно быть такой, знаете, кошечкой, ласковой кошечкой, но при возможности и при необходимости вот коготки выпускать и лапкой бить. Понимаете, вы немножечко неправы вот в поведении со своим мужчиной. Он победит.
Вот если там соревноваться по силе, по действительно, да, вот, не знаю, у него больше козырей в рукаве, понимаете? Здесь от этого не уйти, мужчина все равно победитель. Но за вами есть другая сила, мягкая сила, которая намного сильнее и которая более такая идет, знаете, вот что поможет вам победить. Только вы еще ее не поняли, не приняли и не раскрыли. Вот вам нужно об этом подумать. Так, здесь дальше двигаемся, смотрите. Вот здесь мать с ребенком. Видите, мать с ребенком защищает ребенка, и есть высшая сила, которая защищает эту парочку, маму и ребенка. Это может быть вы и ваш ребенок, это может быть ваша, например, мама и вы. В любом случае, смотрите, любовь между матерью и ребенком, она просто бесконечна, и это самое сильное чувство. Если, не дай бог, есть такая ситуация, что какие-то проблемы возникают. Могут люди и болеть, и спорить, ссориться, да, и быть на расстоянии. Вы должны понимать, что бы ни случилось, все равно эта связь, она не прервется. И даже если вы сейчас поспорили, поссорились, и между вами какое-то расстояние возникло, это не значит, что навсегда. И это не значит, что вам нужно убиваться от горя. Вам все равно быть вместе. Потому что бы ни происходило, я вижу, мосты будут, восстановление отношений будет, рассоренные люди будут сходиться. Если какие-то проблемы по здоровью, они будут заканчиваться. Вам идет именно такой посыл, что не нужно отчаиваться, не нужно уходить в тоску, в печаль. Не надрывайте свое сердце, это не полезно. Здесь у вас есть паук, который плетет паутину. Паук небольшой, но он достаточно хищно поднял лапки вверх, и этот паук, он что-то ваше пытается забрать себе. То есть он вас чем-то приманивает. Будьте аккуратны. Паук — этот незнакомый вам человек, который вот прям такой аферист-мошенник, да, который попытается вас куда-то втянуть, либо что-то вот прям чем-то запугать, что нужно срочно что-то бежать, делать, менять, там, покупать, продавать. Да? Будьте аккуратны, не доверяйте. Паук этот нехороший. И вас будут прям куда-то соблазнять и заманивать. Не нужно. Слушайте того человека, который вам будет освещать путь. Также, смотрите, я вижу, что у кого-то будет путешествие. Путешествие куда-то на юг, потому что пальмы вышли, и человек уже как будто бы смирился. Думает, что нет, я уже никуда не попаду, никуда я не поеду, и ничего со мной не будет. Но путешествие будет. Вот, неожиданное путешествие какое-то. Вот прям кто-то, может быть, из ваших знакомых, там, близких, все, там, горячую путевку купила, да, либо купил, поехали. И вы прям там, может быть, за несколько часов даже соберетесь и поедете в поездку. Очень хорошая поездка будет, даже будете потом думать, ну что ж так мало, да? Почему так мало? Хочу еще. Хорошо восстановитесь и отдохнете. Здесь такая лисица у вас сидит, лисица. Ну, она пока просто сидит и к вам присматривается. Лисица — это, скорее всего, находится у вас где-то на работе, потому что она, видите, за спиной у вас сидит и смотрит, как вы работаете, что вы что-то вот ручками делаете, да. Вот она за вами наблюдает, эта лисица. Будьте аккуратны. Это женщина, причем женщина светлой масти, то есть она светлые волосы, светлые глаза, и она такая вот прям белая. Глаза у нее прям такие бегают, ну, лисица. Может быть такая, знаете, добродушная, хохотушка, на самом деле нет. Будьте осторожны. Может, даже она фактически за вами, за вашей спиной находится, работает, либо сидит на вас, посматривает. Пока ничего не делает, но вы повлиять на эту лисицу не можете. Просто берегитесь ее и постарайтесь, ну, как-то с ней снизить ваши контакты. Смотрите, песок, в принципе, неплохой. То есть опасные моменты здесь вышли, пусть они здесь в песке останутся и вас не потревожат. Но что я хочу вам сказать. У вас много интересных вещей вот с вами происходит в вашей жизни. И у меня вот чувство от этого песка, что вас действительно водят, помогают и подсказывают. Почаще прислушайтесь к своему внутреннему голосу и к своей интуиции. Это будет вам, мои дорогие, во благо. Итак, гадание мое на этом закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.